Мы вновь в эфире. Вячеслав Егорович, давайте начнем, продолжим точнее, нашу программу вот с какого вопроса. А какой пожароопасный прогноз на этот 16-й год? Ну, ежегодно Федеральное агентство лесного хозяйства нас снабжает прогнозами. И я должен сказать, в течение вот этих последних 5 лет эти прогнозы в основном совпадают. Угу. И нужно сказать, в этом году прогноз дают они неблагоприятную пожарную обстановку в центральной части Якутии, заречной группы районов, ну и Усмайский, Тампонский, и Горный, и Кобяйский, Жиганский районы. Угу. Если взять вот глобальное потепление дает о себе знать, это мы тоже чувствуем. В последнее время причинами пожара 30% это человеческий фактор, это анализ, 5-летний анализ, и 54% это грозовые разряды, так называемые, сухие грузовые разряды. Поэтому вот, да. Мы боимся, что вот этот год именно вот грозовых разрядов, возможно, возникновение этих лесных пожаров вот в тех районах, которые я сказал. Нам обещают жаркое лето, по-моему. Жаркое, сухое лето. Это лето. Тех районов, которые я сказал. Хорошо, а влияет ли, вот такой вопрос, а влияет ли толщина, высота, объем снежного покрова, который был вот этой зимой, на летний период? Обязательно влияет, потому что вот мы выездных совещаний были в южной части республики, там очень много снега, это Ленский, Алекминский, Нингринский, Алданский районах, там, значит, очень много снега. Ну и Вилюйская группа районов, тоже достаточно хороший покров снега. Это значит что? Это значит, означает, что где-то до начала июня, или июня месяца, значит, мы там прогнозируем меньше лесных пожаров, очагов лесных пожаров. А вот меньше вероятность? Меньше вероятность, да. Меньше вероятность, значит, появления лесных пожаров. Но все зависит от человеческого, в это время все зависит от человеческого фактора. Да. Понимаете? Но к нему мы вернемся под конец программы, к человеческому фактору. А пока вот, пожалуйста, что скажите. Работа авиалесохраны. Как выстроена? Вот вы до программы мне рассказывали совершенно потрясающие вещи. Поделитесь с нашими зрителями, пожалуйста. Значит, наша авиалесохрана один из лучших, можно сказать, на Дальнем Востоке. Это подтвердило и те делегации, которые были у нас в феврале месяце. Они посмотрели материальную базу. И как мы готовим летчиков-наблюдателей. Это впервые. Да. Это основная специалисты, которые организуют тушение лесных пожаров, обнаруживает и организует тушение лесных пожаров. Вот благодаря их усилиям мы оперативно можем, как говорится, реагировать на тушение лесных пожаров. Дело в том, что раньше подготовка, значит, летчиков-наблюдателей была только в Москве, в городе Пушкино. И в этом году... Подмосковье, да. Значит, в этом году мы, вернее, 15-16 учебный год, наши специалисты авиалесохраны добились открытия такого центра у нас в Якутске. В Якутске. Да, и, значит, посмотрели руководители агентства лесного хозяйства, все руководители лесного хозяйства Дальнего Востока, и очень положительно отзывались по нашей материальной базе и, значит, по качеству обучения, подготовки летчиков-наблюдателей. Поэтому... Когда первых выпускаете? В этом уже апреле месяце уже выпускаем. Вот сейчас? Да, вот государственные экзамены они будут сдавать. Вот к концу апреля месяца, так? И вручение будет, как говорится, диплом и так далее. Понятно. Поэтому руководитель агентства лесного хозяйства, заместитель руководителя лесного хозяйства сказал, что будет в России 2 центра. Это в Якутске и Подмосковье, Пушкино. Востребованная профессия, да? Это очень востребованная профессия, потому что сегодня по России в целом не хватает таких редких специалистов, как летчики-наблюдатели. Летчики-наблюдатели. Да. Зоркий сокол. Смотрите, специальный вопрос такой. Проведение сельхозпалов полностью запрещено, с одной стороны. Какова позиция ваша по данному запрету и что такое профилактические и контролируемые выжигания? В чем разница тогда? Значит, сельхозпалы это в основном проводятся в пастбищах, сенокосных угодьях, в основном проводят сельскохозяйственные предприятия. В основном в нашем сегодняшнем состоянии это есть частники, которые имеют свои сельхозугодия.
Поэтому часто неорганизованно проводимые сельхозпалы переводят, что они переходят на лесной массив. Поэтому мы ставили все время, что нужно будет проводить все эти сельскохозяйственные палы организованно. Но в связи с тем, что в прошлом году были очень серьезные пожары в других регионах Сибирского федерального округа, правительством Российской Федерации принято такое постановление, что вообще не проводить так называемые сельскохозяйственные палы. В целом по всей территории Российской Федерации. Поэтому в этом году, значит, не будет проводиться сельхозпалов на территории республики. А профилактически контролируемые Это, выжигания? значит, такие контролируемые выжигания проводятся в основном в лесном фонде нашими специализированными предприятиями. Так. Они создают специальные бригады и проводят для того, чтобы не допустить и накопление горючего материала в лесном массиве. Но там тоже есть свои угодья, так скажем, пастбища и так далее, тоже в лесном фонде тоже имеются. Вот этих местах в основном мы стараемся проводить такие контролируемые выжигания. Только в организованном виде. Понятно. Поэтому здесь... Насколько эффективно, кстати? Конечно, это эффективно, конечно. Мы стараемся это в основном провести рядом с населенными пунктами, чтобы лесной пожар не переходил в населенный пункт. Для того, чтобы обеспечить безопасность населенных пунктов и объектов экономики. Давайте про другую эффективность, финансовую. Отражается ли, ну, скажем, сложная экономическая ситуация в стране на финансовое положение лесного хозяйства, да, в целом? Сколько выделяется средств сейчас на тушение лесных пожаров? Ну, в принципе, наше правительство дает очень большое значение организации работы в целом по лесному хозяйству, и в том числе и, значит, финансирование лесного хозяйства. В частности, можно сказать, полностью авиалесохрана содержится на финансовой поддержке бюджета республики. И поэтому ежегодно более 450 миллионов рублей из бюджета республики выделяется на эти цели. Ну, примерно чуть больше 400 миллионов рублей планово финансируется из российского бюджета. Это, конечно, в зависимости от пожарной ситуации. Тушение лесных пожаров – это обязательство бюджета Российской Федерации. Поэтому агентство лесного хозяйства постоянно дофинансирует такие мероприятия. В прошлом году они чуть-чуть авансировали, поэтому мы своевременно подписывали, значит, договорные отношения с авиакомпаниями для того, чтобы они нам выдавали в аренду воздушные суда. Да. И нужно сказать, что руководство авиабазы постоянно совершенствует свою работу. В прошлом году они арендовали несколько этих воздушных судов малой авиации. Это тоже повысило, значит, проведение мониторинга работы, несколько, значит, повысило облеты по маршрутам для того, чтобы провести мониторинг по лесному фонду. Да. Они сделают как бы схема полета мониторинга, и они постоянно увеличивают вот количество полетов. От этого зависит оперативное обнаружение лесных пожаров. А от этого зависит, конечно, и организация тушения лесных пожаров. Да. У нас остается 3 минуты до нашего выхода из эфира, до завершения программы. И давайте теперь поговорим вот о том самом человеческом факторе, да, на который приходится 30%, треть, да, вы сказали, вот этих вот трагедий лесных пожаров. Скоро майские праздники, майские выходные, плюс сезон охоты еще, да, что вы могли бы пожелать, собственно говоря, любителям отдыха на природе, и каковы основные правила пожарной безопасности в лесах? Мне плюс еще вспоминается такое выражение Александра Минченкова, что беречь лес нужно не от пожара, а от человека, просто вот по нашей теме. Согласны ли вы, кстати, с этим? Ну, в принципе... От пожара тоже надо, но от человека первичнее. Прежде всего, вы совершенно правы, что от человеческого фактора тоже получается, как я сказал, эти пятилетний анализ нам показывает, что 30% у нас на территории республики это человеческий фактор. В основном они появляются как раз после 7-месячной зимы, когда люди выходят в отдых на лоне природы,
во время открытия охотничьего сезона на утро. Да. Да? К сожалению, есть такие факторы, когда от каждого из этих факторов, майские праздники, мы ежегодно, практически со 2 мая, открываем, вернее, пожароопасный сезон. Потому что появляются первые пожары. А это первые пожары основного человеческого фактора. Поэтому, конечно, это прежде всего мы профилактическую работу усиливаем в это время. И мне бы хотелось сказать, что мы все должны, конечно, пользоваться тем богатством наших лесных ресурсов, но должны пользоваться не расточительно, а именно с таким сбережением. Да. Сбережение, значит, в нашей природе. Не все, как говорится, не познается в том, что мы много собираем или много, значит, убиваем от природы, как говорится, да, уток и так далее. А, конечно, это процесс, сам процесс охоты, сам процесс сбора ягод, сам процесс отдыха, это дает человеку очень большую энергию именно от прикосновения к таким природным богатствам. Поэтому я думаю, что каждый должен понять, что от природы мы должны относиться очень бережно, для того, чтобы оставить Вячеслав Егорович, подрастающее поколение. спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, что в гостях у нас был руководитель Департамента по лесным отношениям Республики Саха-Якутия Вячеслав Егорович Попов. А завершить программу я хочу цитатой из Антона Павловича Чехова. «Когда я слышу, как шумит молодой лес, посаженный моими руками, я осознаю, что климат немножко и в моей власти, и что если через 1000 лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я». Еще раз Антон Павлович Чехов, дядя Ваня. Всего вам доброго, дорогие друзья. До завтра.